В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Экономические последствия коронавируса никак не повлияют на реализацию проекта моста через реку Лену в Якутии. Активная фаза его строительства начнется в этом году. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. По его словам, на сегодняшний день проект реализуется в тех параметрах, которые были утверждены в конце 2019 года. Как сообщалось ранее, строительство моста через реку Лену начнется весной 2021 года. В феврале прошлого года между правительством Якутии и группой ВИС подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Общий объем финансирования проекта оценен более чем 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить более 54 миллиарда рублей. Привлеченные средства составят около 29 миллиардов рублей. Сбербанк открыл концессионеру кредитную линию лимитом в 25 миллиардов рублей. Компания «Алроса» может начать диверсификацию своей деятельности в сторону горнорудной промышленности. По этому направлению уже идет работа. Об этом также заявил глава Якутии Айсен Николаев. Отметим, что минувшим летом вице-премьер Российской Федерации Юрий Трутнев выразил беспокойство по поводу будущего рынка алмазов и посоветовал компании подумать о диверсификации деятельности в разработку месторождений металлов. По словам главы региона, дочерняя компания «Алросы» «Алмазы Анабара» уже начала реализацию небольших проектов по добыче золота. Также он отметил, что «Алроса» должна более активно заниматься геологоразведкой для нахождения новых месторождений алмазов как в России, так и за ее пределами. Компания «ЕТЭК» заплатила 619 миллионов рублей на аукционах за право пользования участками Майский, Северный и Южный в Якутии. Общие запасы участков составляют 359 миллиардов кубических метров газа и 64 миллиона тонн нефти. Общая площадь участков 43,5 тысячи квадратных километров. Компания поясняла, что наращивает ресурсную базу в качестве подготовки к реализации крупнейшего в России проекта по производству сжиженного природного газа. Проект предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью около 1300 километров до побережья Охотского моря и строительство прибрежного завода по сжижению природного газа мощностью до 18 миллионов тонн. Якутия вслед за Кузбассом может заключить персональное соглашение с РЖД по гарантированному вывозу фиксированных объемов угля в адрес портов Дальнего Востока. Предложение о подписании соответствующего документа прозвучало на совещании вице-премьера Александра Новака с членами правительства и комиссии Госсовета по энергетике во время рассмотрения вопроса о развитии угольной промышленности в России. Для Якутии вопрос экспортных перевозок сейчас крайне актуален. В регионе идет развитие двух крупных проектов – освоение Эльгинского месторождения и развитие Денисовского и Инаглинского ГОКов. По оценке правительства Якутии, дефицит пропускной способности железных дорог в 2024 году может достигнуть 6 миллионов тонн. А остатки компаний на складах приближаются к 2 миллионам тонн. Соглашение региональных добывающих компаний с РЖД должно решить проблемы с вывозом угля, считают местные власти. Отметим, что в 2020 году предприятия Якутии добыли 20 миллионов тонн угля с ростом на 5%, несмотря на падение цен и спроса на рынках. А в 2021 году планируют увеличить добычу до 39 миллионов тонн. Компания «Питерэнергомаш» поставила в Якутию комплектную трансформаторную подстанцию для компании «Эльга-Уголь». Напомним, что в декабре было подписано соглашение о создании совместного предприятия между «Эльга-Уголь» и китайской компанией JH Shipping для продвижения эльгинского угля на рынке Китая. Предварительный срок сотрудничества – 5 лет с дальнейшим продлением на такой же период. В рамках соглашения ведется модернизация сетей электроснабжения в Нерюнгринском районе. В рамках контракта спроектированы и поставлены в комплекте с подстанцией кабельные связи от точки подключения до модуля ввода и трансформации и от масляного трансформатора до распределительного устройства 6 киловатт. Ведется авторский надзор за строительно-монтажными работами. Компания «Полюс Алдан» приобрела новое медицинское оборудование для лабораторных исследований в Нижнекуранахскую больницу. Его использование при проведении биохимических анализов существенно ускорит и облегчит работу лаборантов, сократит время прохождения медицинских осмотров. В комплект нового оборудования входит 2 биохимических анализатора и гематологический анализатор. На сегодняшний день все 5 единиц лабораторного оборудования доставлены в Нижнекуранахскую больницу. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.